Да, единственное, здесь, если мы будем делать эту стойку, тогда помещения на мансарде, они будут разные. Мы все втроем, вот Дмитрий, Алексей, я, мы учились на одном и том же факультете архитектура. Единственное, мы закончили в разное время этот факультет. У нас очень много лесов, у нас прям такая сырьевая республика, очень много хорошей древесины. Ну, прям сам Бог велел нам заниматься строительством бревенчатых домов. И, ну, не зря я пошла на архитектуру учиться, потому что мне хотелось проектировать, видеть свои, как бы, детища, да, можно сказать, потом в дальнейшем уже построены после проекта. И это был такой случай как раз, что я могла реализовать свои какие-то идеи, проекты. Я не очень понимаю работу ради работы, то есть просто ради зарабатывания денег приходить что-то делать. Хочется, чтобы ты чувствовал, что вот, ну, день прошел, неделя прошла, год ты отработал, ты не просто там семью прокормил, а получился какой-то выхлоп полезный. Когда я осознал, ну, вообще нашел эту идею, то о бизнесе я не думал. Я думал именно о том, чтобы как-то развить вот то, что во мне появилось. О бизнесе я задумался уже попозже. Мне как-то Дима звонит: слушай, давай займемся бизнесом. Я придумал идею, будем рубить срубы. То есть я слушаю и думаю, что за бред, какие срубы? Ну, мы же с тобой оба архитекторы, вроде как высшее образование, серьезные люди. Зачем нам вот эти вот сараи, баньки? Некоторые люди не понимают, чего они хотят. То есть, может быть, им нравится какой-то, вот, например, определенный стиль, или они хотят, например, иметь у себя дома зимний сад какой-нибудь. В России есть такая глобальная проблема, то, что катастрофически мало красивых домов. Ну, куда мы не посмотрим, везде либо коробки, либо какая-то разруха, там развалины. Особенно бревенчатые дома, возможно, они сейчас потихоньку меняются. Вот. И как бы мы вот образовались такой тенденцией, то, что хотим поменять именно бревенчатое домостроение, сделать его красивее. Я разрабатываю проекты, мы делаем архитектурную часть, конструктивную часть, и по необходимости делаем другие инженерные какие-то чертежи и так далее. Моя роль в нашей компании заключается в работе с заказчиками, с клиентами. То есть я пытаюсь наладить с ними контакт, то есть понять, что человек хочет. Я хочу прямо заниматься производством домов, и там из какого-то большого материала. И, в общем-то, так и вышло, то, что вот я на улице, я прям своими руками создаю дома, там, ну, какие-то объекты.